Сегодня День российской науки. Почти во всех высших учебных заведениях республики состоялись семинары, научные чтения, выставки, посвященные празднику. Наша съемочная группа побывала в Чувашской сельскохозяйственной академии, где накоплен немалый опыт работы в сфере биотехнологий. В Виваре Чувашской сельхозакадемии помещение для содержания лабораторных животных. Зимой поголовье невелико. На этих особях первым делом испытывают биотехнологические новинки. А в этих бутылочках как раз сами препараты. Только за последний год команда научных сотрудников сельхозакадемии создала 3 наименования биостимуляторов. Они улучшают показатели роста и развития молодняка, повышают сопротивляемость болезням, регулируют обменные процессы. Запатентованные препараты поставляются в хозяйство республики и за ее пределы. Объем продукции большой, но они-то применяются всего-то в миллилитрах. Допустим, эти препараты внутримышечно-телятам применяются всего-то 2 раза по 3 миллилитра. Разработкой биопрепаратов Владимир Семенов занимается с аспирантской скамьи. К своим 37 годам он доктор биологических наук, профессор и уже подготовил 5 кандидатов наук. Сейчас в одной команде сам молодой ученый, его наставники и ученики. Препараты, которые предлагают наши ученые, в противовес зарубежным, не содержат вредных добавок. Мы происследовали ряд других препаратов зарубежных фирм, и после этого нами установлено, что они в некотором плане отрицательно влияют на внутренние органы животных, в частности на печень. И условия для работы есть. В конце прошлого года сельхозакадемия получила уникальную современную лабораторию стоимостью 5 миллионов рублей. Ну, это у нас пока, будем говорить, из лаборатории превратили пока в склад. Мебель и оборудование для 3 лабораторий пока еще в коробках. Пережили большой переезд в более просторное помещение общей площадью 100 квадратных метров. Скоро все будет налажено и научная работа возобновится. Этот прибор может анализировать показатели крови по 18 параметрам. Без таких машин никакая современная научная работа невозможна, как невозможна она и без светлых голов ученых. Такой вот научный симбиоз. Ольга Ласкус, Виктор Степанов, Вести, Чувашия.